Сегодня в этой студии Андрея Михайловича будут вспоминать люди, которые проработали с ним много лет. Были рядом и хорошо знают его не просто как политика, но и как человека. Прежде чем начать нашу беседу, я бы хотела показать небольшое видео. 14 декабря, как вы знаете, был сбит вертолет, который совершал гуманитарный рейс из города Творчили, перевозил женщин, детей, стариков. 63 человека заживо сгорели в этом сбитом немецкими войсками вертолете. Но поиск путей мирного регулирования продолжался и дальше. Сократ Рачевич, Андрей Михайлович рядом с вами на переговорах. На ваш взгляд, какое место среди политиков 90-х занимал Андрей Михайлович? Ну, Андрей Михайлович Дергени к тому времени, когда мы с ним познакомились, а это было после выборов в Верховный Совет Абхазии в 1991 году, в здании Верховного Совета. Я его до этого визуально так не знал, слышал о нем, но так не встречался. И вот так мы с ним встретились, познакомились. Конечно, он производил впечатление и был по-настоящему действительно хорошо образованным человеком, профессионалом, юристом и с огромным жизненным и профессиональным опытом. И этот человек, конечно, не мог не сыграть значительную роль в тех событиях, которые происходили тогда в Абхазии. Задолго до выборов в Верховный Совет он занимался различными проблемами, связанными с Абхазией. Насколько я знаю, он принимал участие в составлении письма знаменитого, значит, в адрес, это еще в советское время, в адрес Верховного Совета СССР, руководства СССР, которые подписали наши замечательные деятели науки и культуры того времени. Он, так сказать, принимал участие, и одним из авторов был того закона о выборах в Верховный Совет, на основании которого мы были избраны в 1991 году в этот Верховный Совет. Ему удалось добиться вот тех квот, которые фактически дали возможность абхазской стороне, абхазской части парламента принимать такое полноценное участие в политической жизни Абхазии. Много там разных вариантов было, но здесь, на мой взгляд, надо было выработать такой закон, который был понятен всем. Простой, потому что каждый обыватель, каждый избиратель знал, о чем речь идет. Ну, два лидера, что ли, были в Абхазии, грузин, ярких таких, четко выраженных, что ли, лидеров. Это Мгалаблишвили и Ломинадзе. Вот меня, когда хотят укусить или все обвиняют меня вот, в моей дружбе с Ломинадзе и так далее. Вот. Ну, я никогда и не скрывал этого. Мы с ним ровесники, вместе начинали работать, вместе мы работали, ну, вот до распада вот этого всего, вот с 63-64 года. Вот посчитайте, сколько времени мы работали. Через него этот вопрос был решен. Это когда квоты по Верховному Когда квоты по Верховному Совету. Вот. Ну и вот мы несколько раз обсуждали, он соглашался, не соглашался. Потом позвонил ему и говорю: Гиви, нам надо с тобой политобед устроить. Поедем в Мерхиулю, тогда еще Мерхиулю функционировал. Вот. Пообедаем и заодно обсудим то, что нам нужно. И вот там мы сидели, разговаривали. Я сумел его убедить, что это никак не ущемляет интересы Грузии. Он тоже, они все время говорили: у вас же не будет конституционного большинства? Нет, не будет конституционного. Вот на этом мы сыграли. Вот. Я сказал, это чисто декоративно. Во время войны и после войны, но Андрей Михайлович играл, конечно, значительную роль в смысле, что он был личным представителем президента Абхазии, президента, сначала председателя Верховного Совета, а потом президента, первого нашего президента Арзенба. На всех переговорах выполнял он деликатные различные миссии. И вместе с ним мы в течение 1994 года, с окончания войны и до конца 1994 года, до формирования парламента и принятия Конституции,
в ноябре, значит, я возглавлял делегацию Абхазии, мы с ним, с Андреем Михайловичем, были фактически вместе. Выпускник МГУ юридического факультета, он участвовал в разработке важных документов. Насколько такие кадры стране нужны были вот в тот период? Ну, конечно, это была очень крупная личность, как человек крупная личность была. И кроме того, конечно, он был прекрасно образован, как было сказано, был прекрасным юристом, профессионалом, человеком, обладающим большим опытом также. И, конечно, на тот период, когда действительно нужно было нам добиваться правовых каких-то решений, правовых обоснований своего права на независимость, конечно, он был как раз на своем месте. Это была оптимальная фигура, которая прекрасно разбиралась в законодательстве мировом, российском, советском и так далее. То есть здесь и в абхазском, естественно. И поэтому на том этапе, конечно, это была незаменимая фигура. И тот факт, что он стоял рядом с Владиславом Арзембо, конечно, который очень высоко ценил его мнение всегда. И всегда вот он был его личным представителем, как уже было сказано, на переговорах. И всегда его участие и в женевских дискуссиях, вот были, не дискуссиях, извините, переговоры, были полноценные переговоры под эгидой ООН в Женеве 93-го года, с декабря 93-го года. Вот продолжались несколько лет они. Там просто его, значит, участие как юриста было незаменимо на самом деле. Вот он вел на равных разговор с крупнейшими юристами из ООН, полемизировал, естественно, отставил нашу правоту. И те документы, которые были приняты, конечно, они отражали тоже наши интересы обязательно. И вот и даже 1994 года там было очень важные положения, которые также благодаря ему были внесены. В частности, о том, что на тот период между Абхазией и Грузией не существует государственных правовых взаимоотношений. Это было очень важное достижение, которое вот благодаря ему было внесено в текст документа, грузины подписались под это. Вот как-то вот они пропустили это было очень важное, которые сейчас вообще-то стали уже классическими, эти документы, в учебниках по международному праву они присутствуют, даже зарубежных, я видел ссылки на них. Руслан Ганович, вы могли наблюдать за вот этими переговорами и в качестве журналиста тоже с нашей делегацией бывали. Как вы со стороны вот, видели его, каким он был, как он вел себя на переговорах, какой характер у него был? Конечно, для нас он был очень такой строгий и закрытый. Получить комментарии, интервью, особенно на первом этапе, во время переговоров, это абсолютно было исключено. Но сейчас, спустя вот там 25-30 лет, я могу анализировать не только то, что я помню, то, что я видел, но мне как посчастливилось, и это была инициатива Андрея Михайловича в 2012 году он обратился ко мне с предложением записать серию интервью об истории современной Абхазии. Наверное, можно удивляться, благодаря чему, каким образом Владислав Григорьевич Арзембо появился в Абхазии. Это человек, который в течение 20 с лишним лет проживал в Москве, работал, был очень успешным ученым. В 1985 году он защитил докторскую диссертацию, возглавил один из ведущих отделов, секторов, вернее, ведущих секторов знаменитого всемирно известного института востоковедения, или по-другому называется Лазаревский институт, который, в общем-то, являлся и является символом российской государственности. Вот, и мне приходилось видеть ту среду тех ученых, с которыми он работал и общался. Это были всемирно известные ученые, и он с ними работал на равных. И если внешне посмотреть, вроде бы у него не было никаких причин возвращаться сюда, в Абхазию. Но вот именно в этот период, да, я очень часто с ним общался, можно сказать, постоянно общался, у него появилась какая-то обеспокоенность. Он все время думал о своей родине, потому что и диссертация его, и вообще вся научная проблематика, с которой он был связан, вот, она имела прямое отношение к Абхазии, к нашей действительности. Естественно, когда он стал премьер-министром, здесь уже, конечно, это фигура публичная. Здесь я тогда был пресс-секретарем, потом здесь работал на абхазском телевидении.
мы работали с ним так плотно, но вообще для него присутствие камеры — это какое-то отвлеченное такое понятие было. Он никогда, я со многими политиками работал в кадре, для Андрея Михайловича, что камера включила, что камера отключила, что абсолютно. Он был всегда в теме, и он мог рассказать так популярно то, чем он занимается, то, о чем хочет он поведать там зрителю. Для него это было не проблема, и он общался с журналистами абсолютно без комплексов. Для него главное было это содержание. Вот по форме, как он там выглядит, как он сидит в кадре, для него это имело второстепенное значение. Но вот с точки зрения слова и то, как он работал и как он писал, я был свидетелем. Здесь больше, скорее всего, Астамур вам расскажет, то, как он работал над документами и работал с Владиславом Григорьевичем. Здесь это просто быть таким очень дотошным до всего-всего, потому что он понимал, что когда ты работаешь в переговорном процессе, запятая, это слово, какое слово ты применил, это имело огромнейшее значение. Я помню этот тезис: никогда не думайте за кого-то, как грузины на это отреагируют, как русские. Главное, чтобы вы в документ вкладывали абхазский интерес. Вы только думаете об абхазском интересе. Он это подчеркивал всегда. То есть, Андрей Михайлович, конечно, вот все, что связано с переговорным процессом, с политическим процессом, это уникальное явление вот в абхазской действительности. И работа с документом о прекращении огня и начало миротворческой операции в Абхазии. Это тоже для нас тогда, в 1994 году, реализация проекта миротворческой операции в Абхазии, это, конечно, сыграло ключевую роль, чтобы мы могли перейти от войны к какой-то мирной жизни, чтобы страна перешла на какой-то другой режим жизни. По поводу отстаивания интересов абхазского народа на стамбульской встрече у нас есть небольшой отрывок. Я бы хотела вместе с вами посмотреть и продолжить нашу беседу. Отказ от участия стороны, на чьей территории имел место от участия в работе или проверке, на чьей территории имел место инцидент, должен быть рассмотрен на заседании Координационного совета, и ее действием должна быть дана соответствующая оценка. Это будет новый параграф 2. Ну, если мы бумагу не экономим, то ничего страшного не надо. Нет, я хочу, чтобы мы поняли, о чем мы говорим в тексте. Это будет после 2 дней новый текст. Речь идет о том, что если кто-то сознательно или умышленно уклоняется от работы, это должно быть оценено и сказать, что они срывают эту работу. Астамур Георгиевич, вы как помощник и советник Владислава Ардзинбы хорошо помните наверняка эти события. Тогда переговоры чуть-чуть другой характер носили. Как вел себя Андрей Джиргени? Была ли ситуация, когда ему самому приходилось какие-то решения принимать, самостоятельные решения? Какие-то базовые вещи при непосредственном участии Андрея Михайловича, даже не участие, а при авторстве Андрея Михайловича были созданы. Вот упоминалось здесь заявление 4 апреля. Это был для нас очень важный документ, потому что по его итогам был принят доклад генерального секретаря и были разработаны предложения спецпредставителя генерального секретаря, в которых говорилось, что согласно этому документу, заявлению 4 апреля 1994 года, Абхазия будет субъектом с суверенными правами в составе союзного государства, название которого должно быть определено в ходе дальнейших переговоров. То есть даже международные представители, они оценили этот документ, который фиксирует разрыв государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией и предлагает нечто создать новое. То есть не вступить в состав Грузии, как потом пытались навязывать, оказывать давление. Да. Вот именно таким образом этот документ трактовался. Сейчас его, к сожалению, стали забывать, мне кажется, но это очень важный этап нашей истории. Потом непосредственно я с Андреем Михайловичем стал работать, когда Владислав Григорьевич меня включил в состав абхазской делегации, такой был постоянно действующий состав. Это произошло в 1997 году.
Тогда были очень важные переговоры, на них решался вопрос об участии группы друзей генерального секретаря в переговорах. Они тогда, конечно, пытались внедриться активно в переговорный процесс. Тогда в эту группу входила и Российская Федерация, и абхазская сторона фактически была в одиночестве. И, ну, представьте, речь шла о том, чтобы расширить формат переговоров за счет ведущих государств, которые выступают за территориальную целостность Грузии. Это был очень сложный период. Я помню, в Женеве проходили переговоры, пришел посол Франции. Он пришел, у нас была такая беседа в закрытом кругу, он пришел в номер к Андрию Михайловичу, ну, мы все там присутствовали. Да, Сергей Миронович Шамба, Томас Кецба был. Вот, и он говорил, вы должны принять этот формат, потому что иначе вы окажетесь в Магадане. Почему-то Магадан послу Франции пришел в голову, не знаю. Да, вот. Но тогда удалось это дело как-то снизить это давление, потому что Андрей Михайлович перед следующей встречей в Женеве он разработал модель участия группы друзей генерального секретаря. То есть они должны были участвовать в качестве наблюдателей, да, и не как друзья, не группа друзей по Грузии, а группа друзей генерального секретаря, им такое было дано определение. Вот. И, кстати, этот формат, он и работал до 2008 года, формат Координационного совета. Мы должны вспомнить еще и тот протокол о грузино-абхазском урегулировании, который в 1995 году, я уже фактически не принимал участие в них, я был спикером, завизированный Андреем Михайловичем в Москве. В соответствии с этим протоколом Абхазия должна была находиться с Грузией в едином государстве. Эта идея, конечно, начисто она отклонялась, она не воспринималась. Понятно, что Андрей Михайлович, так сказать, не стремился к тому, чтобы Абхазия находилась в составе Грузии, но это был какой-то дипломатический ход, какая-то работа, которая непосредственно проводилась им под руководством Владислава Григорьевича. Он несколько месяцев находился в Москве, один работал над этим документом. Потом и Владислав Григорьевич, и парламент, конечно, отказались от этого документа. Конечно, это тоже, значит, вызвало вот такое отношение к нему со стороны депутатов, значит, что он как бы, якобы, так сказать, он пошел на попятную, сдает позиции Абхазии. Ничего подобного, конечно, на самом деле не было. Он не собирался сдавать позиции Абхазии. Но представьте себе, что, знаете, очень важно понять тот момент. Война закончилась в 1993 году. Это уже 1995 год. Грузия при содействии международного сообщества, друзей, у Грузии было много, они, значит, вооружают, помогают Грузии поднять экономику. Абхазия находится в полной изоляции. Полной изоляции. Абхазия, которая ничего не нарушила, ничего не сделала, была жертвой нападения, стала, так сказать, объектом вот, экономической блокады и политической изоляции. Отсюда никуда не будет. Нажим на Владислава Григорьевича со стороны России, которая стремилась, так сказать, загнать Абхазию в состав Грузии, вернуть, это было в интересах России. Россия была заинтересована, да, ельцинская и, так сказать, козыревская политика была в сохранении территориальной целостности Грузии, имея в виду, что Абхазия снова будет в составе Грузии, делали все для этого. И, конечно, тогда нам-то Владислав Григорьевич не мог сказать, но я представляю, на что могли ему намекать и говорить о том, что если вы упустите момент, мне-то говорили отдельно, я же знаю, что вы сейчас упустите вот этот момент, потом будет хуже. И когда Грузия начнет восстанавливать силы и территориальную целостность, она наращивает мускулы, мы вам не поможем. Конечно, надо было искать какие-то пути. Даже тот документ 4 апреля о мерах политического регулирования, он же не предусматривал независимость Абхазии, полную независимость. Он предусматривал создание вот такого государства, в котором Абхазия и Грузия были бы на равных условиях, равны.
Это, так сказать, Конфедерацию, да, по сути. ну, фактически это можно было потом рассматривать как конфедерацию. И само-то государство должно было вытанцеваться в конце, так сказать, вот этих переговоров. Поэтому с самого начала и не знали, что будет. Но мы все стремились к независимости, конечно. Да, на каком-то этапе, может быть, и время нужно было выиграть, тактические ходы были. Ну, всякое было. Переговорный процесс это не означает, вот знаете, как по ровному полю катится, значит, что-то и обязательно достигает цели. Есть подъемы, есть спады, есть выжидания, есть какие-то... Есть вещи, которые нельзя рассказывать. Я с самого начала сказал, что он выполнял деликатные поручения Владислава Григорьевича. И вообще, что бы ни произошло с ним, он говорил, он мне, когда я спрашивал, почему ты это сделал так, он сказал, ты же знаешь, что я самостоятельно ничего не делаю в этих вещах. Он был личным представителем президента Абхазии и с блеском выполнял свои эти очень высокие обязанности. Можно я здесь дополню? Здесь просто надо понимать, что переговорный процесс, вот, который шел послевоенное время, вплоть до признания независимости Абхазии, его главной задачей было все-таки выиграть время. Потому что никто и не предполагал тогда, что нас будут признавать, понимаете? Нам нужно было дожить до лучших времен. Владислав Григорьевич говорил, что надо дожить до времен, когда мы сможем наш корабль привести в тихую гавань. Просто вот, достаточно вспомнить, что в 1994 году, когда вводились в отношении Абхазии санкции, вот тогда нам стало доступно письмо, докладное письмо, которое написал тогдашний министр иностранных дел Козырев, в котором говорилось, что нужно отвести 2 батальона миротворцев от линии разъединения сторон, чтобы у абхазских сепаратистов создалось ощущение угрозы и опасения возобновления конфликта в связи с неконструктивной позицией Абхазии по принятию Конституции. Вот. Наша Конституция принималась вот в таких условиях, понимаете, даже внутриполитические решения, такие важные, они принимались всегда, это создавало определенную угрозу, в том числе и военную. Владислав Григорьевич всегда отправлял Андрея Михайловича в Москву. И вот ему в ходе вот контактов в МИДе России, там, с другими представителями руководства России, а там же всегда были нюансы в позиции различных руководителей, удавалось какие-то вещи вставить, какие-то фразы вставить в эти решения, которые позволяли нам каким-то образом выживать. Вот мы должны вспомнить, что усилия всего руководства Абхазии требовались для того, чтобы, допустим, какую-то партию газа просто привезти в Абхазию. Шеварднадзе встречали, я не знаю, как вот лидера, мирового лидера. Никого больше так не встречали. Вот таким большим авторитетом он пользовался. Владислава тогда мало кто знал. Но вот его вот заключительное слово, если вы помните, да, оно сыграло очень сильную роль, как бы сказать, возвышение авторитета в глазах тех людей, которые, в общем-то, не поддерживали политику Ельцина, но не могли открыто об этом сказать. Но они занимали ключевые посты, должности и так далее. Вот после вот его заключительного слова, после его мужественного такого поведения, у нас возникли контакты с людьми, которые нам очень сильно помогали. Владислав Григорьевич, и Андрей Михайлович, и Сократ Рачевич, и все вот те, кто были задействованы в переговорном процессе, они эту задачу, она очень сложная была, они решили в том, чтобы снизить уровень давления, создать какие-то элементарные условия для того, чтобы функционировала наша экономика, шел процесс восстановления, шел процесс строительства органов государственной власти. Это все, эта задача была в целом успешно решена, да, не без проблем. Но эти проблемы уже должны решать в будущем. Вообще это был очень такой, очень плодотворный дуэт в абхазской внешней политике, конечно. Это Владислав Арзенбай и Андрей Михайлович Жильгени. У них в тот период был очень высокий уровень взаимного доверия. С 1992 по 2001 год Андрей Джиргени занимал пост генерального прокурора. В этот период в Абхазии происходили громкие убийства, в том числе убийство Юрия Воронова. Сафарбей Тарасович, вот к вам вопрос. Как вы оцениваете работу Андрея Михайловича на посту генерального прокурора и его участие вот в расследовании этого дела? Я чуть больше скажу, не только как о генеральном прокуроре бывшем.
Ну, во-первых, имя Андрей Джергени я узнал в 10-12-летнем возрасте. Он тогда работал молодым следователем в Ткварчели, начинал свою трудовую деятельность. Там было совершено очень серьезное преступление, и он лично его раскрыл. О чем была большая статья, был такой журнал «Советская милиция». И вот о нем была большая статья. Видно было, что это появился в Абхазии молодой грамотный юрист. Ну, дальше его жизненный путь, вы знаете, он работал в прокуратуре Абхазии, в городском суде был председателем, работал в Верховном суде Абхазской ССР. Вот по поводу Верховного суде Абхазской ССР, когда он работал, у него в производстве было одно очень серьезное гражданское дело, где были, скажем так, очень серьезные люди заинтересованы в его исходе, незаконном исходе. Он принял законное решение, и это дело со всеми обжалованиями дошло до Верховного суда Союза СССР. И когда председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Союза СССР увидел это дело, он удивился, что в Абхазии есть такие юристы, способные так рассмотреть четко, грамотно это дело. Вот если взять, какая речь если вести, какая юристы. Что касается генерального прокурора должности, да, он был назначен в феврале 1992 года. Какие-то были события, мы все прекрасно помним, какая была ситуация, обстановка, в том числе и в прокуратуре Абхазской ССР, где основной костяк составляли, скажем так, наши оппоненты. Имея огромный жизненный опыт, высокую квалификацию, он обошел все эти, скажем так, колкости, все эти проблемы и создал нормальный коллектив. Ну, после окончания войны, по всем известным нам моментам, прокуратуру нужно было практически создавать заново. Нас было очень мало. Он вынужден был набирать студентов первого, второго курса на работу. И ему удалось создать такой удачный сплав опыта и молодости, что прокуратура под его руководством превратилась в действительно независимый орган. Что касается расследования громких уголовных дел, вы здесь назвали убийство Юрия Воронова, но надо учитывать ту ситуацию, в которой мы работали. Мы не были никем не признаны, варились практически в собственном соку, и при всем при этом он находил возможности привлекать помощь извне. Оказывали помощь и российские коллеги. Естественно, это все было неофициально, это все было на каких-то личных договоренностях. Кстати, вот убийство Воронова было раскрыто таким образом, в том числе и благодаря помощи извне. Ну, основную работу, конечно, проводили наши местные следователи и оперативные работники. А я предлагаю еще раз посмотреть комментарий, который сам Андрей Михайлович давал по поводу этого убийства. Министра внутренних дел, председателя службы безопасности и моего создана оперативно-следственная группа, которую возглавляет первый заместитель генерального прокурора Республики Абхазия Ганба Сергей Тугужевич. По делу уже задержано 2 человека. Есть веские основания предполагать, что именно они причастны к совершению убийства. Но надо сказать, что, видимо, убийство связано с общественной и политической деятельностью Воронова Юрия Николаевича. И, вероятнее всего, здесь имеет место террористический акт. Есть достаточно веские основания сделать вывод о том, что именно эти люди совершили преступление. Убийство назвали террористическим актом. Много претензий предъявляли и прокуратуре, предъявляли. Я должен сказать, что в последующем парламент Абхазии, где я был спикером, депутаты дважды выносили, так сказать, как бы вотум недоверия прокурору, генеральному прокурору Андрею Михайловичу. Не потому, что он был совершенно плохой человек, а потому, что требования к нему со стороны депутатов были высокие. Ситуация, вот здесь рассказывалась после войны, какая могла быть ситуация в Абхазии с преступностью во всех отношениях. Конечно,
напряжение было большое, преступность высокая. В связи с этим, значит, выражали недоверие деятельности и дважды ставили вопрос об освобождении его. Но по нашей Конституции, так сказать, окончательно вопрос оставался за президентом. Президент, значит, хотя и у президента были требования, конечно, и к прокуратуре, и к милиции, и ко всем правоохранительным органам, но он не соглашался с мнением парламента, оставлял его, надеясь на то, что, так сказать, в дальнейшем улучшится работа, к чему-то мы придем. Первые послевоенные годы Андрей Михайлович занимал такую ключевые должности, и его роль в политике вы о ней рассказали. Потом Андрей Михайлович оказывается в оппозиции. Вот об этом периоде его жизни хотелось бы поговорить. Все равно он продолжал играть роль в абхазской политике. В 2014 году стал членом президиума этой уважаемой партии. Более того, в 2015 году он написал, какую-то небольшую роль я там тоже играл, помогал ему, новую программу партии Сахара, которая предлагала очень много интересных вещей в плане реформирования государственного устройства, государственных органов. Вот сейчас то, что я по памяти могу вспомнить, он в этой программе предлагал всенародные выборы председателя Конституционного суда страны сделать. Там много очень интересных вещей. То есть он был в оппозиции. Уйдя с официальных должностей, не забросил свою активную политическую деятельность. Он занимался политикой, он воспитывал молодых юристов, политиков, часто с ними общался, я чему был сам очевидцем. То есть в этом плане он, сейчас в оппозиции он не был, скажем, там на баррикады он не призывал, но для него главная цель была это построение правового независимого государства, в котором будут соблюдены права всех граждан страны. Это для него была главная цель, единственная. Астамур Георгиевич, вы как оцениваете вот последние годы жизни Андрея Михайловича, его роль в политике? Ну, его участие в оппозиционной деятельности мне мало известно, потому что в тот период мы с ним так активно не сотрудничали. Ну, конечно, всегда он играл, понимаете, он же был интеллектуал, и он и оказывал большое интеллектуальное воздействие на те политические процессы, которые у нас происходили, конечно. Но был период, конечно, когда они разошлись с Владиславом Григорьевичем Арзаном, это в 2002 году произошло, да. Но вы знаете, это же не был окончательный тоже разрыв отношений, потому что впоследствии эти отношения были восстановлены, Андрей Михайлович стал приходить домой к Владиславу Григорьевичу, да. Ну, потом, вы знаете, помимо того, что они были сотрудники и родственники, у них очень много было общего в жизни, поэтому мне кажется, что здесь такого полного разрыва и не могло, в принципе, произойти. Владислав Григорьевич вышел на телевидение и заявил: совершена агрессия, мы должны воевать. Вот главное. То, что нужно было сделать верховному главнокомандующему, то он и сделал. Владислав Григорьевич вот на тот момент, когда он выступал, да, был единственным человеком из нас, абхазцев, ну, из руководителей, если так можно сказать, который мог на себя взять ответственность, на себя взять ответственность, призвать или поднять народ на борьбу, возглавить его в качестве верховного главнокомандующего, и превратившись из совершенно штатского ученого в военного человека, привести нас к победе. Он был единственный. И немаловажным или одним из главных моментов вот этого всего было то, что народ верил в Владислава. Он уже был признанным лидером, и народ считал, что Владислав может все. И он верил в свой народ. И он опирался не на я не знаю, как это называть, руководители любят всякие слова, друг другу, там кто-то себя серебряным, кто-то золотым называет. Не на них он опирался. Он опирался на тех,
кто с оружием в руках готов был бороться за свой народ. Вот они его поддерживали, потому что если бы их не было, да, если бы народ не верил в Владислава, его бы убрали. Ну, у Анны Михайловича были убеждения, которые можно с ними соглашаться, можно нет, но он их в том или ином качестве, в каком бы он ни находился, он пытался их озвучивать. Он много писал, кстати, и полемических статей, и интервью давал. Вот. То есть он таким образом, конечно, его не назовешь лидером оппозиции, конечно, но тем не менее он вот именно в этом интеллектуальном плане он оказывал большое воздействие и на формирование оппозиционной мысли в том числе. Он был государственником по своей идеологии. И вот здесь вот оппозиция либо власть, для него это все-таки понятие, это все приходящее, а он думал о судьбе государства и народа в целом. Поэтому он мог быть, как сказать, советовать, скажем, и тем, кто был в данный момент в оппозиции, скажем, как уже вот говорилось, что там Сахары. Он был человеком принципов и убеждений. И всегда их отстаивал. Вот, конечно, можно было не соглашаться с какими-то положениями, но все-таки он верил в свои принципы, и он был принципиальным человеком. Он не был таким флюгером, знаете, который меняет свою позицию. Шокирующие события 2014 года, он же сказал свое мнение, довольно четко сказал свое мнение, дал им правовую оценку, выступил на съезде Амцахары. Человек был принципом, он никогда не скрывал своего мнения. Он думал о народе и о государстве в целом. Вот. А вот какая партия или какая власть в данный момент у власти, все-таки это было вторичное, правда же? Если она отвечала интересам абхазского народа, он ее поддерживал. Если были ошибки, он их говорил и не стеснялся это говорить. Кроме того, хочу сказать о том, что он всегда очень заботливо относился к молодежи. Он очень общался много с молодыми политиками, советовал им, очень щедро делился своим опытом, своими советами. Так что вот он был выше всего, знаете, таких вот каких-то мелких каких-то вещей. Он был очень крупной личностью. Поэтому вот я вот так сказал. До 90 годов нам присылали руководители. Мы их принимали и надеялись, что они нам сделают. У нас не спрашивали. Да, вот когда настал период из своей среды, здесь даже тогда, в 90-е годы, число там, их доходило до 5, до 7. Там, сейчас многие старшее поколение их могут перечислить. И вот все это время Андрей Михайлович на этом политическом поле, государственном поле присутствовал со своей собственной позицией, а здесь еще его близость к Владиславу Григорьевичу, потом 10-12 лет быть личным представителем. И люди видели, что вот эти, о чем мы говорили, о документах, которые подписаны, об успехах, и то, что этот тезис Андрея Михайловича, он в интервью говорил нам, дипломатам, каким мы дипломаты, мы стали дипломатами, нам нужно было доказать нашу победу уже на политическом поле. И они достигли. Потом он стал премьер-министром. И это в тот период, когда в обществе очень серьезно рассматривали, кто станет преемником. Естественно, на Андрея Михайловича смотрели как на человека, который может стать преемником. Это политическая конкуренция, эти персоны, которые присутствовали, думали, строили свои политические планы. Он для них, естественно, был серьезным конкурентом. И то, о чем говорил Сакатаевич, это же не случайно. С одной стороны, правоохранительная система, криминогенная ситуация была очень сложная. Но я не помню, после этого у нас ситуация не улучшилась, но парламент никогда не выносил решение в этом недоверии генеральному прокурору. Ну, сейчас последний раз там освободили, то есть он. Но это все присутствовало. И с первым парламентом у него были очень натянутые всегда отношения. Я задавал ему этот вопрос, почему так сложилось, вот он, такая интересная личность, подготовленная личность, вот к нему, вот с абхазской политической элитой такой, не были выстроены такие дружеские такие отношения, они его рассматривали как он говорит, ну вот может быть его статус, его успехи вот на политическом направлении. И в конце, вот то, о чем здесь говорили, вот он же участвовал на политических выборах в 2004 году, он не поддержал кандидатуру Владислава Григорьевича, это говорит о том, что он сам себя, он рассматривал, вот это не просто мой прогноз, это его действия.
То есть он, Подтверждает. да, он готовился к этой работе. Я не могу сказать, что он не был готов к этой работе. Это была очень серьезная вещь. И вообще у нас в этой среде в тот период очень много было интересных персон. Единственное, мы вот эту политическую конкуренцию среди этих персон не смогли в созидательное направление как бы для государства, для общества устроить. Эта конкуренция нас куда-то, обычно конкуренция ведет к прогрессу, но у нас он не всегда, но может быть. Вот это вот наблюдение. Поэтому и последнее, с чем я согласен, он никогда не уходил от острых вопросов вот последние 10-15 лет. Он всегда обращался к нам, Прямо. в том числе на Абазатова, он обращался, он выступал публично, он там выступал публично, доводил, рассказывал свою позицию о пагубности для государства там, по таким проектам, как там, по вопросу нефти и по другим вопросам. То есть он хотел и он старался оставаться на политическом поле и влиять на это. Кстати, надо было за ним все собирать. Он мог на столе оставить бумаги, очки, ручку, значит, и пойти. Я все это собирал. Кроме того, что был юрист высочайшего класса, да, но там, конечно, уровень беспредельный был, он очень великолепно разбирался в искусстве, в литературе. Он очень хорошо знал русскую Начитанный литературу. был очень, да. Вот я с ним часто на эти темы общался, я вот поражался вот глубине его знаний. Вот Достоевский для него, Толстой, Чехов, для него тайн в их творчестве не было. Он знал все. Вот об этом вот именно русской литературе. Да, он, я помню, на переговорах сидел, вот так он заполнял, он не разгадывал, Да, он заполнял эти да, он заполнял, страницы, да, да. и это очень раздражало. Это была встреча первая в Женеве 1997 года, вот когда вот эти группа друзей была. Да, их это очень раздражало. И господин Бота подошел и говорит, что Анна Михайлович, вы не могли бы говорить, ну вот как-то это не нравится. А я думаю, он специально делал, потому что вот, как-то, чтобы нивелировать это давление. Да. Он говорит, а вы хотите, я вам, говорит, я все слышу, я могу, говорит, процитировать. Ну, хорошо, говорит, я постараюсь больше это кроссворды, говорит, не на переговорах, не разгадывать, да. Но он это делал, я понятно, в этом тоже был свой определенный смысл. Конечно, да. А что-то Анна, про его забывчивость, это тоже ходили легенды, потому что он, когда был премьером, он поехал в Россию, в одном министерстве, у него прошла встреча с министром. Да, с министром прошла встреча, и он оттуда ушел. А потом следующая встреча у него проходила где-то уже через полгода. Он приходит, сидит в приемной, смотрит, на вешалке висит его плащ. А уже было тепло. Он говорит, это же мой, говорит, плащ, это секретарша. Да, говорит, мы не знали, говорит, кто-то оставил, говорит, полгода назад, висит. С плащом вернулся летом. Забывчивости, но работая генеральным прокурором, он ничего не забывал. Ни одно указание, ни одно уголовное дело он не забывал. Если резюмировать вот все, что сегодня было сказано, Вячеслав Андреевич, какой политик, вот коротко, если об Андрее Михайловиче? Вы знаете, очень печально говорить о нем в прошедшем времени, поскольку это был очень живой человек во всех отношениях. Мы с ним очень много общались, вот последние годы тоже часто беседовали, и у него был очень всегда свой взгляд на происходящее. Вот. Но такого масштаба, калибра политиков у нас очень мало, и их все меньше становится, к сожалению. Это была еще советская школа вот, по образованию, по его фундаментальности его знаний, по энциклопедичности его знаний. Вот. Он поражал вот, на переговорах, поражал своим ораторским искусством. Вот, один раз выступил он во время, если вы помните, замещал Бруннера, такой Бутби был, Бусби, он был, значит, зам, значит, департамента по международным отношениям ООН. И он говорит, он сказал, я впечатлен вашей речью, не согласен с вашими положениями, но я впечатлен. Это все-таки было, мы назвали ее даже прокурорской речью, помните? Это был действительно был очень крупный политик. Вот, таких мало. И не только в Абхазии, вообще таких людей мало. Прирожденный политик, значит, и очень тонкий человек. Очень важно, что он был на этом, на этом месте, да, в то время, когда создавалось Абхазское государство после
тяжелой войны, и он был рядом с Владиславом Григорьевичем, очень важно было. И то, что он принимал участие и в составлении Конституции Абхазии, и во многих документах, которые определили жизнь Абхазии впоследствии, это тоже огромное значение имеет. Поэтому я считаю, что это был один из крупнейших политических деятелей Абхазии. Вот такое мое резюме, и его память должна быть увековечена. Я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам огромное.